В кыргызском языке, как мы знаем, слова «пожалуйста» как таковой нет. Нет как таковой слова «пожалуйста», но есть «өтүнүч» и «сураныч». В переводе это обозначает просьба. «Өтүнүч», «сураныч» там, но мы же не приходим в магазин, мы же не говорим там «өтүнүч» или «сураныч», «нан беренисчи». Там просьба «дайте, пожалуйста, хлеб». Мы можем говорить «өтүнүм». «Өтүнүм» опять же прошу. Или как умоляю, ближе как, да, знаете, на русский даже не могу сказать, как правильно, потому что это все-таки выражает такое вот прошу, да, «өтүнүм», выражаю просьбу, то есть вот, или «суранам», «суранам мен кечирип койчу», то есть очень прошу тебя, извини меня. То есть вот это «суранам өтүнүм», оно выражает как больше прошу тебя, то есть, да, просьба. Больше чувства, да? Это больше чувство, да. А вот как таковое слово «пожалуйста» в кыргызском языке нет. Есть аффиксы, которые выражают данное слово. Это аффиксы у нас чи, чи, чу, чу. То есть в них нет такого, на какую букву слово заканчивается, да, то есть буква чи одна. То есть что упрощает нашу задачу. Если я скажу «бер», «бер» это императив, то есть я повелеваю к одному, да, если мы скажем «берчи», это будет «дай, пожалуйста», то есть обращение на «ты». Если я скажу «бериниз», «бериниз», помните, да, повелительное наклонение в вежливой форме мы проходили, «бериниз» и окончание «чи», «беринизчи», «дайте, пожалуйста». Это чисто к вежливой форме, к местоимению какому? «Сиз», да, в кыргызском языке. И если я скажу «бергиле чи», это к какому местоимению? «Силер», то есть ко множественному. Там сидят передо мной дети, я говорю: «Балдар, мага калем бергилечи», дети, дайте мне карандаш.